Он меня в туалете закрыл и на протяжении 4 часов избивал меня в туалете. Он, получается, меня вот так схватил, мне цепочку порвал и ударил. Так получилось, что он разбил мне нос. Как бы он и руками, и ногами пытался там бить. Я даже уже в конце, наверное, не старалась ничего делать, потому что смысл. И правда, при любой зависимости вероятность бытового насилия очень высока. Там очень нездоровая психика, очень много агрессии. То есть она настолько себя обесценила, что смысл ее жизни этот мужчина. Не она сама, не ее ребенок, не будущее ее детей. Мы познакомились ВКонтакте, социальной сети ВКонтакте. То есть он мне написал, я сначала, как-то сказать, как-то его динамила, или как вот правильно сказать, не знаю, как-то не обращала внимания. Потом он после писал постоянно. После этого у нас как-то все закрутилось, завертелось общение. В августе мы начали общаться, то есть в октябре я уже приехала сюда, обратно в Астану. Первый раз он очень, так жестоко прям меня избил. Он меня в туалете закрыл и на протяжении 4 часов избивал меня в туалете. Вы еще тогда не были с ним в браке? Мы еще даже не в браке были, мы тогда еще просто встречались. Он меня приревновал, я тогда работала в интернет-клубе администратором. И ко мне подошел мужчина, старше меня, и он просто попросил ему починить, там, говорит, у меня, говорит, не включается компьютер. Я пошла посмотреть, и к этому он приревновал. Даже не то, что выпивал, он очень сильно употреблял алкогольные напитки. Не всегда это было, это вот на протяжении этого года на протяжении этого года он каждый день выпивал. То есть если раньше это было там пиво, потом это перешло на водку, а после перешло это на медицинский спирт в аптеках, который стоит сколько там, 250-300 тенге. После чего он приходил домой, он начинал меня избивать, унижать по-всякому, морально меня унижать. Детей старался как-то задеть, обидеть. Познакомились по интернету, переписывались. Потом он приехал в Астану, он сам родом с Шымкента. Мы с ним общались, ухаживал, цветы дарил и такое. Потом предложил совместно жить. Потом я узнала, что он играет. Что он, как сказать, вот это Олимп же есть, играет. Потому что мы когда на машину копили, я говорю, где деньги? Он говорит, вот что задаток отдал. А потом через какое-то время я узнала, что он эти деньги просто проиграл все. Сидели, чай пили, он сидел в телефоне нервный такой. И я спросила насчет машины, вот он на меня разозлился. Тогда он в первый раз меня ударил. Из-за этого психанул, наверное, и ударил меня по лицу. Я в этой футболке сидела. Он, получается, меня вот так схватил, мне цепочку порвал и ударил. Так получилось, что он разбил мне нос. Сильный удар был. Но в период, когда вы жили вместе, уже когда родился ребенок, он как-то помогал? Получается же на его обеспечении жили? Да, он помогал. То есть то, что зарабатывал, приносил, много проигрывал. То есть после этого периода, когда я узнала еще первый раз, уже тогда беременная была. Потом, когда узнала, он прекращал на какое-то время играть, потом снова продолжал. И на этой почве от того, что он был злой, он поднимал на меня руки. А помимо игровой зависимости? Он не курил, не пил, только игровая зависимость у него была. И правда, при любой зависимости вероятность бытового насилия очень высока. Там очень нездоровая психика, очень много агрессии на себя, на мир, на всех остальных хочется обвинять. И там, правда, очень много бывает таких печальных историй. Это не только про игровую зависимость. Это в целом про любую зависимость. Там не только про азарт. Там в целом про то, что они живут не так, как хотят. Они в зависимость падают от того, что они живут очень плохо. От того, что они несчастливы. И из-за вот этого несчастья они взрываются периодически и могут на жену как раз приложить руку. С кем я работал, например, с игроками тоже. Например, я работал с ними 5 лет назад, они перестали играть. Я сейчас смотрю, 5 лет уже прошло, у них есть семья, у них есть машина, все долги раскиданы, они до сих пор не играют.
понятно, я не прожил еще всю жизнь, там, условно, чтобы они прожили и сказали, я всю жизнь не играл, ну, пока не получится. Но это возможно, им возможно помочь. В рамках нашего исследования для нас было важно услышать голоса женщин, которые пережили семейно-бытовое насилие, вообще в целом голоса пострадавших, их опыт, услышать их историю. Это совершенно разные люди, то есть разных социально-экономических статусов, разной местности, образования, этничности и так далее, то есть даже разного состояния здоровья, то есть никто не застрахован от домашнего насилия. Насилию подвергались и беременные женщины, и женщины с инвалидностью, то есть ничего не может уберечь от этой проблемы. Я пыталась с ним поговорить, не получалось, все, как бы он и руками, и ногами пытался там бить. Я даже уже в конце, наверное, не старалась ничего делать, потому что смысл телефона нет. Я, конечно, смотрела там на ножик, смотрела, там, что там еще рядом было, что взять, потому что а с другой стороны, я думала, там у меня сын спит, наш сын спит. Потом вышла на балкон. Когда он вообще вывел на балкон, я смотрю, как бы с 7-го этажа тоже не вариант падать, да. Охраны нет, никого нет. Что кричать, что орать, что делать. Я боялась больше за ребенка своего, и поэтому я не стала ничего делать. Ну вот как 3 часа прошло, он буквально вышел там покурить на балкон. И на тот момент, я помню, я была в мокрой пижаме, потому что меня облили водой на балконе. Я просто вышла в коридор и смотрю, ключи лежат. И все, я вышла в тапочках резиновых, которые там нашла, накинула халат. А я уже не помню, были на мне шорты или не было шорт, или я была только в белье. То есть настолько, да. Я накинула халат, надела, получается, шлепки и вышла. Вот. Что дальше было, вот, честно, я не помню. Он изначально был очень такой нежный, ласковый, такой внимательный. Это был мой первый парень, мои первые отношения, то есть первый парень во всем. Первый парень, с кем я начала встречаться и как-то, знаете, влюбилась. Ушла, как говорится, в омут с головой. Ну, там слова плохого не говорил, цветы дарил. Хочу семью, хочу детей, буду их воспитывать сам, буду тебе помогать. Вот это все он говорил. Там, дарил, конечно, цветы, подарки, там, плохого слова не говорил. То есть агрессии вообще? Агрессии вообще не было. Не догадаетесь, что этот человек, если бы вы были с ним знакомы на тот период, первый раз, когда, что он будет дальше на тебе так руку поднимать, такие слова тебе говорить, тебе так бить, не догадаешься ни за что на свете. Да, правда, действительно, они в самом начале отношений, они стараются быть максимально хорошими, галантливыми, там, вежливыми. А я бы на что обращал внимание? На то, как они относятся к ревности. Посмотреть, можно ли мне одевать все вещи или что-то там есть, какие-то ограничения. А можно ли мне гулять с подругами, с друзьями, все в таком ключе. Я бы сделал на месте девушки какие-то нелепые движения. То есть специально провоцировал бы очень аккуратненько на то, чтобы проверить на его реакцию, насколько она будет адекватна. И тогда уже в начале отношений можно понимать, действительно, хочу ли я с ним жить или нет. Есть классная штука, она сейчас к нам в Казахстан как раз приходит, про такой семейный контракт, да, договор. Про то, что он может быть устным, договориться о том, слушай, давай сразу перед свадьбой, перед этим всем поговорим о том, что для меня важно, как со мной нельзя, что я имею право, там, чего я не имею права делать. Полностью на берегу все моменты обговорить, тогда вероятность, что будут какие-то конфликты, намного меньше. Да, вообще, даже было такие моменты, когда он меня... Вот знаете же, есть... вот собаку на цепь садят же. Он брал от собаки цепь, снимал у них во дворе и меня к батареям привязывал, чтобы я никуда не убежала. Это все происходило на глазах у детей, да, у его родителей на глазах это происходило, мало того, что скажу. Вот. А вы проживали с родителями? Мы проживали с родителями, да. То есть родители пытались за меня заступаться, но потом и им прилетало. То есть он родного отца своего избивал. Было такие моменты, когда он его сильно кулаками забил. Маму посылал как мог, толкал, там, швырял ее. Ну, то есть это не человек уже. Ну, я так скажу. Он бил ладошкой. Когда бьешь ладошкой, синяков на лице не остается.
А один раз он меня бил, по ногам бил. И вот у меня нога была полностью синяя, потому что он меня бил ногой, ну, как с ногами, пинал. Защитное предписание, да, вроде бы было защитное предписание в самом начале на 30 дней. Он забоялся в плане соцсетей, что будет дальше с ними, и просто пропал. То есть его никто не мог найти, ничто не могли сделать, с ним никак вообще связаться. Мне писали защитное предписание, давали. Ему все равно. Как он говорит, ну и что, говорит, то, что у тебя есть защитное предписание? Пару раз ножом тебя пырнул, говорит, потом отсижу, говорит, уйду. А ты где будешь? Я-то, говорит, уйду, а ты где будешь? В 2009 году, действительно, 14 декабря был принят такой закон. Он называется «О профилактике бытового насилия». Здесь появился уже понятийный аппарат. Что такое бытовое насилие? Появилось защитное предписание, действительно. Защитное предписание – это когда участковый полиции, например, выносит защитное предписание, чтобы в течение 30 суток там, супруг не подходил к дому, то есть в квартиру не заходил, это дополнительные меры, или он не оскорблял, там, не бил, какое-то насилие, воздействие не применял в отношении членов семьи. В случае нарушения этого предписания сразу идет арест. То есть это уже как повторное, да, если будет первоначально вынесено, помимо предписания привлечения его, то вообще это предписание, конечно, оно действует. И даже вам скажу по собственному опыту, участковые сейчас стали хорошо отрабатывать данные материалы в случае поступления заявлений. Но понимаете, дело в том, что контроль, он усилился, но немного ранее принимают заявления обычно кто? Мужчины. И женщины, когда мирятся со своими супругами, да, даже если сначала пишут заявление, то потом отзывают, за примирением сторон прекращают. Если это штраф, то опять же эти расходы ложатся на семью. И супруга потом принимает решение, ну, чтобы отозвать, чтобы как-то не сказывалось на бюджете семьи. Что вот она его припугнула, и все, он понял, значит, он больше так делать не будет. Но бывают такие семьи, что такие случаи повторяются вновь и вновь. Когда на тот период этот закон вышел, действительно мы все радовались. Надо же, у нас появился такой закон, такие-то новые меры. Но тем не менее, там 10 дней защитное предписание. Оказалось, что этого совсем мало. Потом мы его с внесением изменений в закон, мы его продлевали на месяц. Опять-таки, когда дебошира закрывают в суде, его административным наказанием, опять дают только 5 суток. Да? За 5 суток разве может он одуматься, прийти и жить дальше нормально? Опять это продолжается. Поэтому, наверное, все-таки это, наверное, я считаю правильно, что закон должен быть более жестким. Защитные предписания, вот на данный период, конечно, в этот закон уже были внесены 19 изменений в это законодательство. И вот буквально позавчера я ходила в парламент на заседание, МВД опять внесли изменения, и очень даже, так скажем, такие изменения более жесткие, которые требует сейчас наш народ. Как-то вот тоже случилось такое, то что у него, может быть, я не знаю, как говорится, у нас белочку споймал, что ли, или что. Он начал заставлять меня воровать алкогольные напитки с магазинов. То есть, если бы я ему не вынесла оттуда алкогольные напитки, ну, то сейчас он говорил, да, по моему лицу заметно, что я что-то хочу там замутить, украсть, там что-то этот. А ты, говорит, с ребенком, у тебя никто ничего не заметит. И мне приходилось это делать, что вот теперь у меня проблемы с правоохранительными органами из-за него. Вот. А что за проблемы? Ну, на меня написали заявление. Вот теперь дело ведется. Я не знаю, что делать, что будет со мной. И все это вот из-за него. По-моему, если мне память не дает, ошибиться, я не помню, какого-то числа точно было. Вот. Он меня заставил, получается, мы ушли из дома, он поругался со своими родными родителями, получается.
И мы тогда на тот момент снимали в гостинице номер. Снимали в гостинице номер, потом у нас закончились деньги, ну, у него закончились, то есть алкоголь у него закончился. Он мне сказал, короче, ты сейчас берешь детей, залетаешь в Магнум, короче, берешь там виски, там, говорит, у меня уже заказали виски Джеймисон и еще, как Балантаев, что-то Балантаев, я не знаю, как правильно. Столько-то бутылок не сделаешь, это тебе, ты знаешь, что с тобой будет. Я, говорит, тебя не пугаю, я тебя просто предупреждаю. А что значит у меня уже заказали? Ну, то есть там кто-то у него заказал, что ли, что-то спросил, есть там виски, что-то такое, ну, наверное, видимо. Ну, и то есть я пошла в Магнум, то есть я ему вынесла оттуда. Я оттуда вынесла 8 бутылок виски. Он меня потом по голове ударил, потом так взял, ну, так погладил. Молодец, говорит, сегодня, говорит, типа, тебе ничего не будет. Завтра, говорит, если не сделаешь, то тебе, короче, ты знаешь, что с тобой будет. Потому что все проблемы, все вот эти правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений возникают только на почве алкогольного опьянения. Алкогольного либо наркотического. Когда человек трезвый, ну, возможно, это уже какие-то психические отклонения, да, если он начинает там, бить женщину, там, бить семью, свою детей, это уже психические отклонения человека, то тогда женщина, ну, сразу задастся вопросом. А так вот он выпил водки, вот он выпил, вот он пьяный, и обычно это всегда так. И последней каплей моей стало то, что вот он, получается, выпил очень сильно много и пришел, получается, вот другом со своим, и еще там у них есть общая знакомая, одна девушка. Они пришли и в этой во времянке сидели, получается, выпивали, потом друга выпроводили, ну и, то есть, ну как сказать, изменил. И все это на моих глазах. И еще я за это потом получила. За то, что, так сказать, я подглядывала. И я убежала на тот момент с форточки, я спрыгивала, я детей с форточки, ну, честно скажу, я бросала их просто с форточки, сама убежала, я была вообще в тапочках, в кофте. Но я бежала, куда глаза глядят. Как правило, к нам попадает социально уязвимая категория женщин, у которой нет своего жилья, и либо они арендовали с мужчиной, либо находиться там невозможно, потому что мужчина физически может причинить ей вред, ей и детям, то есть вплоть до убийства. И тогда в этом случае, конечно, женщине нужен кризисный центр. И когда женщина сюда поступает, здесь мы оказываем, не просто мы даем ей место, где жить, не просто место, где кушать, мы стараемся полностью разрешить ситуацию этой семьи. То есть психолог занимается всеми вопросами от АСП, прописки, социальный работник трудоустройства, постановки там в поликлинику. У нас есть социальный педагог, который занимается с детьми, психолог, который старается ликвидировать последствия того, что, потому что травмы, то, что рассказывает женщина, насилие, о побоях, это очень страшные вещи. То есть женщина должна прийти в себя, эту зависимость побороть. Я, правда, очень благодарна и очень рада, что есть такие центры, как кризисные центры, куда вот женщины могут обратиться, и тут такую дают большую помощь людям, девушкам, вернее, женщинам, девушкам с детьми. Что это, ну, это такая поддержка, правда, вот в плане соцпедагогов, психологов с женщинами работают, помогают им как-то встать на ноги, вот какую-то дать вот поддержку. Вот мы нашли по интернету, что есть вот дом мам, что вот здесь такие хорошие условия, что здесь можно пожить полгода с ребенком, помогают финансово, психологически и медицинская помощь. И вот я пришла, обратилась сюда, мне помогли. И как бы психологически тоже восстановиться помогли. Потому что все равно было трудно. Да? Я плакала, переживала. Морально то, что вообще убитая была. Просто вначале меня, если вы увидели. А сейчас я уже как бы уже все осознанно, как бы мне легче стало. Потому что когда, во-первых, на камерах я была одна, ну, с ребенком, а во-вторых, то, что он поехал со мной, когда милиция меня нашли, повезли туда, он поехал со мной,
И он меня вот так вот, получается, ну, за шиворот вот так вот взял меня. Сейчас, говорит, ментовки, чтоб ни слова не сказала про меня, поняла? А то, говорит, я тебя найду. А даже, говорит, если меня, говорит, закроют, у меня, говорит, есть кто тебя найдет. И я взяла все на себя. А что мне делать остается? Я просто боюсь за свою жизнь и боюсь, как бы сказать, если меня не станет, то куда эти дети, кому они нужны будут? Она у нас 3-й месяц. Эта история не хороша тем, что женщина находится в очень зависимых отношениях, когда насилие длилось очень долгий период, и мужчина, он заставил женщину пойти на преступление фактически. И женщина своим долгом считает спасти этого мужчину. Она себя не рассматривает как полноценный объект. Она ощущает себя приложением к мужчине и готова собой жертвовать, идти на все ради спасения его жизни. То есть она настолько себя обесценила, что смысл ее жизни этот мужчина. Не она сама, не ее ребенок, не будущее ее детей. А он это ее великая миссия спасения его. Это психологическая зависимость, с которой надо работать. По отношению к детям он, получается, тоже проявляет агрессию. Ну да, он может сына старшего оскорблять, унижать, там где-то его ударить, что-то еще. Но, в принципе, прям так такового, как вот у меня, например, нет. Как он говорил у меня, когда я избивала, говорит, на следующий день он мне говорил: да ладно, я же тебя просто погладил. Ты, говорит, еще не знаешь, как я мужиков бью. У меня старший даже вот бывает ночью просыпается, меня вот так: мам, разбудит, я убрал ночь. Он говорит: мам, я когда большой стану, я, говорит, возьму самый большой нож, я, говорит, зарежу. Я, говорит, бью его. Я говорю: нельзя так говорить, ты зачем так говоришь? А почему, говорит, он тебя бьет? У тебя же есть я, говорит, сейчас маленький, я сейчас не могу тебя защитить. Но я, говорит, когда большой стану, я буду тебя всегда защищать. Представьте, вот ребенок 4 годика, 3 годика, да, вот было ему, и он такие вещи говорит. Он даже когда вот было такое, то, что он был свидетелем того, что вот он видел, как он меня избивает. Он вот так вот становился, меня закрывал, он говорит: бей меня, мама, не трогай. А у сына? Но нужно, знаете, здесь отдельный момент сказать. Самые пострадавшие от домашнего насилия – это дети. Это дети. То есть у женщины всегда есть выбор оставаться с ним или уйти. Даже если она говорит: у меня экономически тяжелое состояние, у меня там маленький ребенок, у нее есть выбор. У нее есть выбор, она может встать, уйти, обратиться в полицию. У ребенка выбора нет. Ребенок, он вынужден оставаться, чем младший ребенок, тем он беззащитнее, он должен оставаться в этой ситуации. Травмированные дети вырастают в этих семьях. Они воспринимают это, во-первых, как норму. Они копируют эту модель поведения у родителей, понимают: ага, значит, так с девочкой можно обращаться, или со мной так обращаться. У них, правда, очень много злости внутри, очень много страхов, например, на отца. Они себя чувствуют очень неуверенными, уязвленными в обществе. Некоторые из этих детей, они уходят в скрытность, в замалчивание каких-то проблем, уходят в такую депрессивную стадию. Некоторые, наоборот, в агрессивную. Потому что там так много агрессии есть на отца, но она трансформируется, и тогда они бьют детей, там, сверстников, кого-то еще, совершают плохие какие-то поступки, там, иногда преступления. Оно выражается иногда так. То есть в любом случае это очень сильно и негативно влияет на детей. Это, правда, важнейшая часть, на которую стоит. Потом я плакала, и он кричал, что ты сама меня виновата, ты сама меня довела. То есть у нас 70% общества, в обществе людей, которые думают, что это норма, что женщина сама довела, что я его взяла и сама довела до белой горячки. А он так сделал: ну ты сама виновата, как бы, извини. Ну, за это время он как-то пытался выйти на связь, помириться. Да, он мирится, он хотел, чтобы вместе снова сошлись, стали жить, но я сказала, что я не хочу. Потому что он не изменится, это будет то же самое, он будет играть, будет поднимать на меня руки, еще хуже. А я не хочу, чтобы мой ребенок получил травму, чтобы он как нервным был, плакал, видел, как на маму поднимает руку, потому что все-таки мальчик мне. Ну, у меня жизнь, вижу, вернее, свою жизнь так, что вот сейчас я адаптируюсь, детей устрою в садик, выйду на более такую высокооплачиваемую работу,
и буду стараться для детей. Ну, то есть уже я не хочу мужчину какого-либо подпускать. Семья, у меня уже есть семья. Мы не считаем количество примирившихся пар, наша задача не в этом. Наша задача, чтобы не было повторного случая насилия. Вот сейчас многие говорят, нужно примирять, нужно сохранять семьи. Не нужно. Не нужно. Нужно, чтобы и женщина, и мужчина, и дети были живы, чтобы в их жизни не было насилия, не было агрессии. Вот это важно. Важно психологическое и физическое здоровье тех, кто у нас был. Когда он собрал все вещи, уходил, он сказал, теперь ходите и бойтесь. На что мне мама с папой когда сказали, я была в шоке. Я сказала, давайте я выложу. Все, я хочу выложить это все. И просто, чтобы все знали, если вдруг со мной, с моей семьей что-то случится, это вот рук этого человека. Ну, вы знаете, сейчас где-то в глубине души, наверное, все-таки есть страх. Но этот страх уже не такой, что, блин, со мной что-то сделают, там, я там, да, где-то буду. Страх, да, я смотрю страху в глаза, да. Я здесь, я стою. Хочешь? Делай. Вот все, что хочешь, сделай. Сделай. Потому что я поняла, что уже-то бежать некуда. Ну, то есть можно было сейчас тоже убежать, но не факт, что он меня там не найдет, правильно? Ну, просто говорят же, вот ударил раз, ударит и два. Я раньше этого не понимала, а сейчас я думаю, что это так. Проблема насилия, вообще не только домашнего, но и в целом феномена насилия, она является очень распространенной для казахстанского общества. Мы спрашивали респондентов, часто ли они сталкивались с данной проблемой, с угрозой насилия, и более 5% населения сталкивались с данной проблемой. И следует отметить, что женщины в 2 раза чаще сталкивались с этим, чем мужчины. И, как правило, мужчины сталкивались с этим на улице, в людном и безлюдном месте, а женщины дома и в общественных местах, что говорит об актуальности домашнего насилия в отношении женщин. За мою практику очень редко приходили мужья и говорят, слушай, я прям удивлялся, меня пугает то, что я сильно агрессирую на жену. Я могу ее душить, я не контролирую, я не знаю, как это. Помогите, подскажите, я не хочу этого делать. Оно разрушает меня и мою семью. Я не могу контролировать. И правда, мы работаем, там все классно. Там получилось это изменить. Но это такой сложный процесс, длительный. Правда, это вопрос не одного месяца даже. И это такой важный пункт, потому что не от хорошей жизни он это делает. Не от того, что все классно, не от того, что он умеет грамотно там доносить там свою речь, свой какой-то мотив, посыл и все остальное. Это правда про какую-то проблему, и ему необходимо тоже помочь. Вот мой дядя всегда говорил одну такую вещь, он говорит, человек, который хочет, он будет искать возможности, который не хочет, он будет искать отмазки. Поэтому просто я хочу сказать всем девчонкам, не ищите отмазки уже наконец-то. Уже если чувствуете, что это не ваш человек на первых стадиях, нужно расставаться. Как-то он не так вам говорит, нужно расставаться. Если вы сомневаетесь, что вы не можете расстаться, подойдите к маме, подойдите к папе, попросите помощи, расскажите о ситуации, поделитесь с подругами. Но я видела девчонок, у которых прям было желание и рвение жить по-другому. Все, конечно, это очень тяжело. Это очень тяжело. Сейчас абсолютно все дорогое. Жить, да, жилье, еда, питание. Но если человек хочет, мне кажется, он сможет. Вот я больше чем уверена, если в моей жизни такая ситуация была, и у меня не было поддержки, я бы не остановилась, я бы не осталась в этом браке. Потому что если я вот сейчас думаю, будучи в браке, я усыпляла своего ребенка, работала до 4-5 утра, 3 часа спала, в 8-9 он вставал, я просыпалась с ним, целый день ходила, в обед с ним спала. То есть я это все делала, я могла просто сидеть, ничего не делать. Я хотела, мне нужно было, чтобы у меня были свои карманные деньги. И я понимала, что я с 18 лет работаю всегда, независимо от того, дают мне родители денег, не дают, я всегда работала, абсолютно всегда. И я так думаю, что если бы, например, не было поддержки, я бы также работала. Я бы, наверное, где-то в комнатушке там также жила бы, тянула бы своего ребенка, но верила, что все обязательно наладится, главное только желание и вера. Ну, я не унываю, как мне говорят здесь все. Ты постоянно ходишь с улыбкой. Ты, говорит, даже ни разу, говорит, не заплакала. Ну, я разучилась плакать, так как он мне запрещал. Если я плакала, он мне начинал еще сильнее забивать. И я теперь свою боль за улыбкой прячу. Я всегда улыбаюсь. О, сынок, сейчас подожди, сыночек, хорошо? Сейчас